Все в одном, да? Да, друзья, всем привет! Мы находимся на автокроссе, гонках без правил, около поселка Жатай. Вон Бабар, привет! Ты в прямом эфире в Ютубе? В Ютубе в прямом эфире? Да-да-да. Вот, друзья. Сегодняшние гонки, которые сегодня проходят здесь, поселок Жатай, поселок городского типа Жатай, что под городом Якутском, они являются очень хорошим показателем того, что автоспорт в республике Саха-Якутия, непосредственно здесь, в городе Якутске, ни в коем случае не стоит на месте и не умирает. Потому что достаточно серьезная обстановка финансовая вообще в целом по стране. То есть до нас, до окраин докатился кризис. Но несмотря на те моменты, которые мы сейчас имеем, у нас есть замечательные спонсоры. Сергей Николаевич, это наш генеральный спонсор наших сегодняшних гонок. И благодаря таким вот людям, как непосредственно Сергей Николаевич Картавцев и многим-многим другим, торгово-установочный центр «Самурай», вообще все гонщики, потому что много денег вкладывается непосредственно личных. Так вот, начинал я с того, что автоспортом в республике Саха-Якутия развивается. Мы ни в коем случае не стоим на месте, мы гоняем, несмотря ни на что. Ну и, в общем-то, начинает шириться наше движение, потому что если раньше к нам неохотно ехали, в силу того, что мы достаточно далеко находимся, то сейчас уже из соседних регионов начинают подтягиваться к нам спортсмены. И из других стран, я скажу больше, из Китая, из Японии у нас есть представители на ледовых гонках, у нас гоняли. В общем, спасибо большое за то, что вы смотрите, потому что это тоже является поддержкой нашего российского и, в частности, якутского автоспорта. Йоу! Класс, это был Бабар, Вадим. Все, сейчас бессменный ведущий на протяжении последних 14 лет веду автомобильное мероприятие здесь, в городе Якутске. Так, мы тоже будем около сцены, то есть все комментарии Вадима будут слышно. Вот, сейчас выстраивается автомобили класса Итак, друзья, автокросс. как вы видите, уже формируется третий заезд в дисциплине автокросс. Еще раз напомню, что сейчас основная борьба, конечно же, у нас будет между лидерами. Это Виталий Маликов, второе место у него в первом заезде. И первое он привез себе во втором заезде. И Сергеем Зарецким. Сергей Зарецкий первый был в первом заезде и вторым во втором заезде. Третье место, оба третьих места привез себе Павел Еремин, команда Яскотенко. Ну и по четвертому месту здесь тоже непонятно. Головацких Павел, который пятое место привез в первом заезде и четвертое во втором. И Остроухов Евгений, который был четвертым в первом заезде, не финишировал, к сожалению, во втором заезде. То есть вот они будут реально биться, наверное, за четвертое место. Далее у нас есть финиши у Вячеслава Южакова. Шестое место он себе привез в первом заезде. Ну и, к сожалению, не финишировал оба раза Никита Фролов, 27 номер. Будет ли он участвовать в этом заезде, непонятно. Но вот вроде бы я вижу, что выезжает на стартовую позицию Никита Фролов. Итак, 7 участников у нас должно быть. Посмотрим, сколько будет стартовать в третьем заезде. Ну, а организаторы сегодняшних гонок в очередной раз благодарят наших спонсоров. Это ИП Картавцев Сергей Николаевич и торговый установочный центр «Самурай». Ну и, естественно, Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Республики Саха-Якутия. Да, ребята, я калибрую этот квадрокоптер. Сорян за такое изображение. Сейчас. Вот. Программа продвижения. YouTube канал продвижения, да? Скажи, в прямом эфире показывают.
Да, действительно, мы сейчас в прямом эфире благодаря этой программе продвижения. Ну и надо сказать, что программа продвижения вообще освещает все автомобильные мероприятия, которые проводятся здесь, в городе Якутске. Все без исключения, даже дворовые гонки. Бессменный владелец этой программы Руслан Анчилов гоняет даже с малышней в перерывах между проведением банкетов. Итак, дан старт. Ну что ж, прекрасно. Со старта все 7 стартовали. И, конечно же, завязывается борьба. Посмотрите, как Слава Южаков поехал. Прямо, ведь на второй уже позиции сейчас Слава находится. Сергей Зарецкий идет первым. Ну и третьим идет Павел Еремин. Очень интересно на самом деле. Виталий Маликов, я не знаю, это какой-то у него хитрый маневр. Выпустил вперед он аж 3 человек. Но на самом деле сейчас он вообще на 5-й позиции находится. 4-м идет Павел Головацкий. 6-й Евгений Остроухов. И замыкает Никита Фролов. Вот такой вот интересный у нас заезд. Ну и сейчас Южаков уже сместился на 3-ю позицию. 2-е место у Павла Еремина. Пока, естественно, пока я говорю. Ну и мы вот видим, что встал сейчас, ну, судя по всему, встал 1-й номер Виталий Маликов. Да. Конечно же, очень обидно, потому что Виталий Маликов, как я уже говорил, претендовал и на победу вообще в этом автокроссе. Ну а сейчас уверенно лидирует 77-й номер Сергей Зарецкий. 2-м идет Павел Еремин. 3-й Вячеслав Южаков. Ну и Павел Головацких, 4-я позиция. 5-м идет Евгений Остроухов. Ну и Никита Фролов продолжает гонку. Да, вот сейчас вот вы видите, ветерок стал поменьше и сразу же поднялась пыль. То есть хороший ветер прибивал пыль. А вот сейчас, конечно, стало сложнее выглядывать у нас сейчас на каких позициях. Но я могу сказать, что практически круг набрал лишний лидер этого заезда Сергей Зарецкий. Совсем чуть-чуть ему осталось до Никиты Фролова. 2-м все так же идет Павел Еремин. Ну и Вячеслав Южаков, который был 3-м, сейчас уступил место Павлу Головацких. Павел идет 3-м, Вячеслав Южаков 4-й. 5-м идет Евгений Остроухов, СТК «Водоканал». Это ветер не помеха ему? Ну особо нет, это не сильный ветер. Не то, что этот маленький только который летает. Нет, вот это маленький мой. Не, вот он. А, это другой. А, вот другой. А, вот маленький большой другой. На самом деле, вот мне уже просто интересно, успеет ли Сергей Зарецкий догнать Никиту Фролова и реально на круг вырваться вперед.
10 кругов, напомню, гоняют наши спортсмены, автокроссеры в каждом заезде. Ну и вот мы видим, Евгений Остроухов приближается к Вячеславу Южакову, будет его атаковать для того, чтобы вырвать 4-ю позицию в этом заезде. Судя по всему, Виталий Маликов у нас стоит на... И вот мы видим момент, обходит все-таки Сергей Зарецкий Никиту Фролова и теперь уже точно на круг вырывается вперед. Да, прямо хорошие результаты показывает Сергей Зарецкий. Вторым идет все так же Павел Еремин. Ну и, соответственно, третьим Южаков Вячеслав, а Павел Головацких, оказывается, у нас стоял на дальнем повороте, но вот сейчас он опять продолжил заезд. Но, конечно же, уже сместился, потерял свое 3-е место. Сейчас он на 6-й позиции у нас. И финиширует все-таки 3-м Южаков. Прекрасно, не успел. А вот Евгений Остроухов прямо остановился перед въездом в закрытый парк. Буквально несколько метров не доехал Евгений Остроухов. К сожалению, не финишировал в этом заезде. Ну вот напрасно на самом деле Фролов Никита заехал, не финишировав в закрытый парк, потому что ему тоже не будет засчитан финиш в этом заезде. Хотя технически отъездил он всю трассу без остановок. Пускай и потерял кружок один, но тем не менее. А таким образом у него не будет финиша даже в этом заезде. Ну что же, завершили свое выступление наши автокроссеры, и мы с нетерпением ожидаем, когда уберут машину Маликова и Остроухова, освободят трассу, и, конечно же, начнутся старты в дисциплине, ради которой многие сегодня приехали посмотреть на эти самые гонки без правил. Да, друзья, у нас сейчас завершились дисциплина, завершилась автокросс. Это был 3-й, последний заезд. И через некоторое время буквально начнется у нас гонки без правил. Вот, так что это будет, наверное, следующий уже прямой эфир. В общем, если что, будьте на связи. А вот у нас Алексей, директор установочного центра «Самурай», один из партнеров автокросса, партнеров гонок. У него был вчера день рождения, давайте его поздравим.
Я говорю, Алексей, сейчас в прямом эфире, говорю, у тебя день рождения вчера был, тебя, если там кто-то смотрит, ну, я думаю, будут смотреть. В общем, тебя поздравляют. Ребят, всем привет, занимайтесь автоспортом. Не-не, тут микрофон просто. А, вот так, да? Не-не, можешь сюда говорить. Ну, понял, ясно. Ребят, поздравляю всех с праздником, с Пасхой и желаю вам участвовать в автоспортивной жизни республики. Вот, потому что я считаю, что нужно радоваться жизни и использовать жизнь на всю катушку. Так что присоединяйтесь в наши ряды. У нас второй раз проходит автокросс, но я думаю, что это не последний. Также мы это сделали для юношей. Юноши с 14 лет, не имея прав, у нас могут участвовать. Так что объединяйтесь, организовывайте спортивно-технические клубы. И мы рады вас видеть, мы для вас стараемся. Поэтому теребите дети своих пап, родителей, мам и говорите, мы хотим заниматься автоспортом. И приходите, находите Алексея Самурая, спрашивайте, где Алексей Самурай, как его найти. И, пожалуйста, приходите, я вам помогу. И без проблем, и вы будете участвовать и ездить вот так на машинах. Берите жизнь в руки, не ждите, что когда-то она настанет и что-то придет. Вы сами творцы своей жизни, так что, дети, давайте, все присоединяйтесь. Ура! Спасибо. Автоспорт жив! Спасибо. The home point has been updated. Please check it on the map. Кто-нибудь скажите, у нас гонки без правил, через сколько будет старт примерно? 10-минутная готовность, наверное. Планировали сразу. Спасибо. Так, друзья, 10 минут у нас до гонок без правил. В общем, сейчас я поменяю батарейку в квадрокоптере и снова батарейкой полетим. Кстати, проверим наш прямой эфир, вообще он идет или нет. Андрей, у тебя можешь это глянуть? YouTube эфир идет, нет? На мой канал идет. Вроде должен быть эфир. О, в эфире иди-ка. Чуть-чуть задержка. Что там? Сколько зрителей? Спасибо, Мария. Спасибо. Даже в чат идет. Сколько у нас зрителей не оказывает. А переверни его так. 5 человек. Нормально. 4 человека. Ну потом посмотрите, что он уже остается. Всем спасибо, что вы смотрите нас. Пусть нас 4 человека, но это тоже очень хорошо. Да, вот это я. Привет всем. Сейчас помашем. В общем, еще немного времени. Сейчас поменяем батарейку, и это будет, наверное, следующий эфир. Хотя я не знаю. Попробую не выключать пульт. Может, получится. Батарейку поменяю.
сразу вернуть такие деньги. А что ты хотел сделать? Да я его уронил нечаянно. Да ладно. The low point has been updated. Please check it on the map. 120. 120. Это без учета дополнительных батареек. Не, ну можно на Алиэкспрессе взять за 80, что ли, 90. Но по-моему тогда гарантия не работает по России. Мне вот просто интересно, ты меня, конечно, прости, я понимаю. Так, ну что, мы снова здесь на поляне. Батарейка поменена. Пойдемте посмотрим на автомобили. Вот у нас сегодня даже был небольшой мини-пожар в одной машине, который быстро оперативно затушили. Один из участников гонок без правил. Он, Серега ходит, он сегодня видео снимает, в том числе. Кстати, селфи же можно. А, вот. Да, звук, кстати, берет с пульта, поэтому раз, два, три. Вот так. Ну, прикольно, классно. Что-то мне компас опять показывает. Опять калибровать надо. Ребята, извините, сейчас будет немножко кружится голова. Так. Ты сейчас будешь снимать? Да. А, ну ты можешь ее бросить в машину. Сейчас. Ну давай, я с собой возьму. А как? Ну я на стоит. Лежит коробка. Будет кросс. Очков у них. Потому что два участника набрали равное количество баллов. Побежали. Табличку
регистрируются машины. Так, если кто-то к нам присоединился недавно, у нас идет в районе Жатая гонки в классе автокросс и гонки без правил. У автокросса было 3 заезда сейчас будет дополнительный 4-й перезаезд. У 2 участников одинаковые баллы. Вот, и поэтому после этого уже заезда будет гость сегодняшнего дня. Гонки без правил. Судьи на трассе занимаем свои места. Судьи на трассе занимаем свои места. Сейчас у нас будет перезаезд за 3-е место между Павлом Головацких и Павлом Ереминым. Такая у нас тоже серьезная техника стоит. Как показал, первые 2 заезда трасса немножко подушатывается и требуется погрузчик, чтобы равнять трассу. Так, вот они, 2 участников. После этого заезда у нас начнется гонки без правил. Я тут. Да? Пускай стартует. Так, заезд за 3-е место. Виража нету, судей. Флаговых как-то. После флаговых нет. Они там просто, видимо, не вышли, сейчас микроавтобус стоит. Флаговые, займите свои места. Флаговые, встаньте на трассу. Все на местах, поехали. И тогда старт, и со старта вперед вырывается Павел Еремин. Ну вот сейчас вот мы видим борьбу за 3-е место. Павел Головацких, Павел Еремин. Из самых наших продвинутых дисциплин. В Якутске в ледовых гонках они участвуют, но, правда, Павел Головацких в этом году не выезжал на лед, а вот Павел Еремин принимал участие. Ну и посмотрите, на самом деле, казалось бы, Еремин вырвался вперед, действительно на таком расстоянии, что вполне может и обойти Павла Еремина. Еремин, конечно, не дает ему сейчас здесь, рядом со стартом, был момент атаки, но Павел блокировал Головацких, Павел Еремин не дал ему обойти себя. Но вполне себе мог. И вот сейчас, вот, посмотрите, Головацких
два всего лишь гонщика принимают в нем участие. Ну, прямо смена позиций одна за другой. Динамика бешеная, друзья. И все это на протяжении буквально одного круга. Я так понимаю и надеюсь на то, что выдержат автомобили у обоих гонщиков, и такой же напряженный заезд будет в сторону. Конечно, уже меньше, 7 кругов у них осталось, но тем не менее очень и очень хорошо. Вот сейчас вот Еремин пошел в отрыв, достаточно большой. Катя, ты меня заранее предупреди, когда кого. Уже отрыв между собой оставил Павлом Головацким. Да, я скажу. Нет Еремина. Ну, как достанет? Конечно же, пускай победит сильнейший, но, естественно, я за напряженность борьбы. То есть, чтобы борьба оставалась, заезд оставался зрелищным до самого конца. Но, несмотря на все мои желания, Павел Еремин увеличивает разрыв. Уже четверть круга практически между ними. Посмотрим, сможет ли справиться с такой задачей Павел Головацких. Сейчас мы видим, Павел Головацких вообще встал в дальнем левом повороте. Непонятно, что у него там происходит.